У нас время 3 часа. Предлагаю начать наше сегодняшнее мероприятие. И большой сегодняшний праздник начнем с выступления хомусиста-виртуоза мира, заслуженной артистки Республики Саха-Якутии Варвары Степановой.
открытие цикла мероприятий больших, посвященных столетию Гаврилы Иосифовича Черяева. Сегодня у нас будет презентация книги, которую мы подготовили. И кратко, если рассказать буквально в 2 словах, у нас, конечно, не получится рассказать про Гаврила Иосифовича, но я вот прочитаю маленькую биографическую справку. Гаврил Иосифович Черяев, первый секретарь Якутского областного комитета КПСС. Под его руководством была осуществлена ускоренная индустриализация экономики республики. Он организовал работу по формированию Южно-Якутского, Западно-Якутского и Центрально-Якутского территориально-производственных комплексов. Благодаря его усилиям геологическое управление Якутии стало самым крупным в мире и в стране. В сжатые сроки был построен современный город Нюрнберг, введена в действие железнодорожная линия Тында-Беркатит-Угольная. В городе Мирном была сдана в эксплуатацию самая крупная обогатительная фабрика номер 3, а также возведены поселки Айхал и Удачный. Спуском в эксплуатацию первой и второй очередей Вилюйской ГЭС была решена задача устойчивого энергоснабжения предприятий алмазодобывающей промышленности и группы Вилюйских районов. Был проложен газопровод ТАСС в Тумус-мостах, и тем самым было осуществлено устойчивое обеспечение газом столицы республики, города Якутска и центральных районов. Началась газификация сельской местности. Сегодня мы имеем уникальную возможность узнать больше о жизни и деятельности одного из великих сынов народа Саха. И первое слово сегодня я предоставлю заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия, председателю Организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных столетию со дня рождения Гаврила Иосифовича Черяева, Анатолия Асколовича Семенова. Гаврил Иосифович Черяев Советский власть бир самай түрбун сахабы целин самай өр салайбыт салаянчыбыт сөз сылах юбилейгер болдубут. Кини атын билектех хазбир беренечи эдер биренебит жанамы. Кини сырбык олого хас бирдибидге туда холбур болар. Ону береден киниге сюректенетиге мугунубут бүгүн. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники, коллеги, родственники Гаврила Иосифовича. Ну, действительно, в республике, знаете, магия чисел совпало очень много таких юбилейных дат. В этом году мы всей республикой, всей страной нашей большой Российской Федерации, да не только в нашей стране, по всему миру, отмечается 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Так совпало, что Гаврил Иосифович является участником Великой Отечественной войны. Да, в 1943 году был призван, занимал спорткарту, прошел войну, вернулся в звание старшего лейтенанта и является единственным руководителем республики, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. И в этом же году исполняется 50 лет городу Неринге. Сегодня коллеги из Неринга приехали большой делегацией. Тоже 50 лет, это тоже связано с именем Гаврила Иосифовича, потому что именно Гаврил Иосифович Черяев является основателем вообще угольной промышленности, развития и создания города Неринга, грубо говоря, в Колышах, в том месте, где появился город, юбилей которого в этом году мы отмечаем. Будет там цех Аланхова, будет еще одно мероприятие, мне кажется, там тоже будет очень много мероприятий. Гаврил Иосифович будет вспоминать весь год. Мы знаем, что в городе Неринге есть сквер Гаврила Иосифовича, и в прошлом году по поручению главы я возглавил комитет юбилейный столетия. Мы провели вместе с районом, правительством большую работу, 48 мероприятий включено в организационный план. Знаете, и вот одним из таких интересных тем, которые я, наверное, обязан сегодня об этом сказать, мы добились того, что добиваемся еще в процессе того, чтобы новый аэропорт в Неринге, в поселке Чума, дали имя Гаврила Иосифовича Черяева. Я считаю, что это очень правильно, заслуженно.
Мы провели голосование. Общественная палата республики, за что им большое спасибо, поддержала. Также поддержала Общественная палата Российской Федерации. Сейчас этот документ находится на подписи у Михаила Владимировича. Мы надеемся, что в этом году, в скором времени, этот документ выйдет, и имя Гаврила Ильича Черяева будет вносить аэропорт Ельцин. И, конечно же, большие мероприятия пройдут на родине, в Вильнюске. Вы знаете, что в этих мероприятиях примет сам глава республики. Мы очень много сделали в честь восстановления музея на его родине. Очень много мероприятий, я даже не буду их перечислять, но могу одно сказать, что мы добились вместе с Сергеем Николаевичем при поддержке корпорации Роскосмос, добились того, что в городе Вильнюске будет построена новая каменная школа на 990 мест, которая будет иметь имя Гаврила Ильича Черяева. Это большой стыд. То есть Гаврил Иосифович, пройдя вот 100 лет, приносит пользу республике, его имя развивает республику. Сегодня много будет говорить, сегодня вообще очень много выступающих, даже параллельно выступающих, да? И я не буду отбирать хлеб. Действительно, сегодня будет много говорить о том, сколько Гаврил Иосифович вложил в экономику республики. Об этом сегодня будет много говорить. У нас, кстати, должна выйти статья в «Полярной звезде», где-то в апреле месяце выйдет большая статья Анатолия Афанасьевича Попова, бывшего декана финансово-экономического института, об экономическом вкладе. Очень подробная статья, всем рекомендую ее прочитать. Там все подробно расписано, какой подход инновационный, кстати, у нас классерный подход применял Гаврил Ильич. В то время, оказывается, все министерства работали, ну, во-первых, пятилетками работали, и все работали, там, Министерство промышленности, допустим, по своему направлению, Министерство там, просвещения по своему направлению, и никогда не было вот такого, как сейчас называется, там, комплексное развитие территории, когда несколько федеральных государственных программ, ну, смешиваются на одно, чтобы объединить его, допустим, в одном населенном пункте или в одном районе, где можно было сделать. И вот Гаврил Иосифович за счет своего авторитета, за счет своей вот такой стратегического видения, действительно вот этот подход сейчас применяется не только в республике, но по всей стране. Вот тогда это была инновация, его поддержали в ЦК КПСС. И вот такой подход позволил развить вот южный кластер. Ну, надо сказать, что Гаврил Иосифович работал учителем. Я, кстати, мы в плане подготовки сняли документальный фильм. Завтра всех приглашаю на торжественное собрание театра балета. Будет презентация документального фильма. И там есть выступление, уникальное, я считаю, выступление его одноклассника из Вильнюска Афанасьева, который живой в этом году будет, тоже участник войны, будет исполнять столетие. И вот удивительно, да, когда есть живой свидетель, на столетии есть живой одноклассник. Это большое достояние, мы сняли его в документальном фильме, и завтра в этом документальном фильме мы покажем. И, конечно, то, что он работал в образовании, Министерство образования работало, очень много сделал для развития образования, поэтому по всей республике, во всех школах будут у нас проводиться чтения, потому что юбилей это не только для того, чтобы почтить память Гаврила Иосифовича, да, но и для того, чтобы молодежь, узнавая о судьбе Гаврила Иосифовича, понимала и перенимала его. Я на самом деле считаю, что вот, мне повезло, я благодарен Алексею Сергеевичу, что именно мне поручили в МП этот комитет, потому что вот, к своему стыду хочу сказать, что мало мы знали вот, о вкладе Гаврила Иосифовича, очень мало информации, вот, средства массовой информации. И мы вот этот пробел должны, скажем так, исправить. Да? Вот, благодаря юбилейным мероприятиям читаешь его судьбу и вдохновляешься. То есть это реальное вдохновление для нас, для молодых руководителей. Когда мы вот устаем, когда нам кажется, что тяжелая у нас работа, можно просто открыть книгу, почитать, в каком режиме работали тогдашние руководители, и ты понимаешь, что в принципе
есть еще к чему стремиться. Да. И вы знаете, он был кандидатом наук, и вот Наталья Гавриловна обсуждали, Наталья Гавриловна Черяева является моим руководителем диплома, я учился, Наталья Гавриловна, мы разговаривали, на самом деле вот вклад в науку тоже огромный, подход именно развития, комплексного развития республики был только через науку, опираясь на науку. Мне кажется, такой подход должен применяться и сейчас, и с 2010 года государственная премия в области науки и техники присвоено имя Гаврила Ильича. В этом году я очень рад, что наш коллега из Северо-Восточного федерального университета, доктор технических наук, заслуженный деятель науки Екатерина Хлопкова получила вот эту премию. И мы ежегодно вместе с Академией наук, Министерством образования и наук вручаем эту премию, памятуя о том, что Гаврил Ильич был не только руководителем республики, более 16 лет руководил, но и большой вклад в науку. Да? И, конечно, если говорить о сегодняшней книге, мы в этом году поставили себе задачу не только снять документальный фильм, не только сделать книгу, будет поставлен спектакль в Сахатеатре. Тоже очень большой путь прошли в прошлом году. Вот, как там, все 3 стадии: неприятие, принятие, отторжение, противодействие и принятие. Да? И сейчас мы пришли к тому, что этот спектакль в этом году мы в конце года сделаем. И вот, очень хороший режиссер будет ставить его. Мы очень верим, что это будет очень хороший спектакль. Люди придут туда и будут тоже узнать непростой судьбе Гаврила Ильича. Она достойна того, чтобы сделать спектакль. И, конечно, одну из основных вех, вот мы начинаем серию празднования именно книгой. Книга вышла в серии «Выдающиеся люди республики», компания «Аяр» ее выпустила. И, конечно, я хочу выразить благодарность Тамаре Николаевне Семеновой. Так получилось, что Тамара Николаевна моя двоюродная сестра, да, и вот Нинель Малышева, тоже наш коллега с университета, и большую работу Наталья Гавриловна Черяева, как консультант. Ну и коллеги, редколлеги, тоже Соловьева, Сергей Николаевич, очень много людей, кто консультировал. Но вот большую работу, то есть вот эта книга, ее утверждал лично Алексей Сергеевич. Мы очень волнуемся сегодня. Сегодня там, по правилам мы выпустили 950 книг, 500 с лишним книг пойдут во все библиотеки республики, так принято именно в этой серии. Часть пойдет в продажу. 20 книг мы отправили в Москву сегодняшним утренним рейсом. Завтра в Москве по специи тоже соберутся коллеги, там Толсов, Акимов, очень много коллег, Андрей Сандомирович будет тоже собираться, обсуждать, вспоминать своего коллегу, руководителя своего и добрыми словами. Вот. Но мы так договорились с Фондом развития нации, и вот всем, кто пришел сегодня, в виде исключения мы выкупили 100 книг и в подарок всем, кто пришел сегодня, вам вручили. Про Гаврила Ильича, снят фильм, написана книга, выступать можно долго, я не буду отбирать хлеб, сегодня выступающих очень много. И я вот хочу выразить благодарность составителям книги. Действительно, вот, почитайте эту книгу, она написана очень доступным языком, действительно есть архивные материалы. Большое спасибо семье Гаврила Ильича, действительно очень много уникальных материалов именно предоставила семья, архив нашей республики, кстати, тоже хочу поблагодарить Министерство культуры. Вот, Аяр, да, с душой, вот наша типография достойно, качественно выпустила. Поэтому разрешите, пользуясь случаем, сегодня выразить благодарность и вручить благодарственные письма составителям книги. За весомый вклад в создание книги о Гавриле Иосифовиче Черяеве, выдающемуся государственном и политическом деятеле, благодарственное письмо заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Семенова Анатолия Аскалоновича вручается дочери Гаврила Иосифовича Черяева, кандидату экономических наук, доценту финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, Черяевой Натальи Гавриловне. Автор составителю книги о жизни и деятельности Гаврила Иосифовича Черяева, ведущему библиографу Центра национальной библиографии в Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия Семеновой Тамаре Николаевне.
о жизни и деятельности Гаврила Иосифовича Черяева, заместителю директора Национального архива Республики Саха-Якутия, Малышевой Наталье Николаевне. Давайте продолжим работу. Большое спасибо. Мы увидимся завтра еще. Спасибо. Спасибо, Анатолий Иванович. Слово хочу предоставить заместителю председателя Государственного собрания Племянной Республики Саха-Якутия, председателя постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрию Михайловичу Николаеву. Bizden durar garip üyesi bu Kur'an bilerin birbirlerinin diyen ederek kılağım soğuk. O zaman ben min bakanlık bastır canım kimlikte alt kısmıkların kapsayakların bakanlık sokatık bilemine düğün istevikin. Bastan duran Nefayat Reis Alekseyev o canım garip üyesi tuğulan her şey bir aktarıda bu hem düğünde diyorlar Wanda saya tutup bahkan ingin bakamlık rakan kabinet rekomendasikan internette ikinden Afganistan genç Nikolayev bu bölüme hedi beterene bu geliyor şirkette bölümden bir gar ne var bir geliyor da altı kitin tuhunu kihide потом бегун onu keçi duruldu var bu yani bahol Личный голос просто да, вот книга укоротила волоста, кесем турар, интерьерный, лог интерьерный, деньгах, саха, чуки хите, bu kayda armiya hükümetin kayda eridavuytan apıhır bu budun olayı hekretine bakmışlar kıtta hükümetin doğunan bu Afganistan'ın gençliğine hayır kepşirede üstünden bu min beğen bülüge eğer oturçasıl ilerideki hüdüğünden beğen havayarçıların bastaki direktörün Paris'ten işine girebilir. Bu garip işi üstünden eldahta geçerdi. Yine terete bu Ege sahalarda Ege dolgutuvar terörü bu garip işi çirayet girdi. Bu tohbar bilgin bölü ilginiyorlar bu talmaz Ini yakut almaz, tutuların ol biharılara, ol borostoya hok kekemine, borostoya hok diremege, borostoya hok politika biremetiger, bu hakayriga tutulubutlara, ol onna samay, beyetin kığalın, beyetin öyün sınatın biyetlik kihe bu garip işçireyetten. İterete onu ehegem yok dağıtıp, kinaata bu miner yönüger dağını hakayriga dağını lokçol kaddık, bardık, jonga diyettiği üyetitil yaktakken elmiyakar dağıta etbite. Onun ben bugün bu gaduyesi şu sahiber anamlık kini kadar tak, kini tuğunan kini kadar tak gırtığı durumluktan bakanlık verebin. Men dosyet yakınlarının bu bizden durar gaduyesi 61 yıllıkta Respublikanın sahaya akon yerine kitenen kelerge bu sakatçının производственной bazıda уже oğullar erekemekte. Bu Semyon Sakayel Barisov hedi rakımsızların kendinden bu hakikin toğu Suriye boyutları datak boluqtağı diyen toğu bihigi bebit baybıdın bebit cahane hoqtaqı diyen politikanı tutuhan Beyatak üstte производственник bölütünden bu Moskva'ya Hebeskoyut bakım bulağı kiren kolubara bir anına kilbiden üründen takkan barın tündüğünden kiren oluk üstte baharsan bu hakayla производства haydaktakken bastakından namusnek ekspedisini alta bir senin hakayla производства. Onunla bastakı torun urulluğu da bu hakayla hoğul öttügen çok kostanokta, temiz kostanokta, onu
uğurna kaçırga, gres tutulduğukta, bu almaz kostuları var, almahı bir kostuğukta, bir de hep bir kolgra ol hağına mintiritmeyip, Lamaka diyen artık bir minister, haka her ahandağını almaz kostunu hoğa diyen, ulağın tribunattan sanar budun utaran turan, holsa bir munyakka utaran Stalin'den ömür ulanır. Bu almaz kostonokta hak edilir. Yemin hak edilir kostonokta diye. Ondan havalamada bu binler yolun haydıydı. Onunla bu Gavil Yosişi'de BTT'den Umumsana bu kine dağın etkili bu vakta bu kendi cönnet bu havayacılar epitlere bilege Alexey Nikolaevich Kosygin'i umnuput olak silhari. Alexey Nikolaevich Kosygin ola hakayın bu endüstriyel tartıştılar samay bu üyehe balastan samay hüsnü olarak Kosygin bu. Alexey Nikolaevich Kosygin komuyor gen hakayın tohtağını beliye soğuk. Min hanabar bu bugünkü manlıkınge yakınada bu bilgi dönmek yüz aslında doğrutular. Bu kinlerde küs tane bol bu canları ne delik yakınada. Cenneler bu olarakçı bakın küçük hasta kılıyorlar. Ne ödül bolaktaktır. Alexey Nikolaevich hakikaten doğru ödülünü bakın beliye mihanarımı kusur korak kodu nine alıyor vardı. Evet bat bolun bilgi şey yaklaştı yani. Onun diyelim bu dört kollara Gavil Yosişi bu Şemen Bakay'ın Barisas'tan ılbıt estafetadan küçük olan onu hayınlaran bu altı ettehallaka hakayriger bülügehe başkası agregata ulağı kirbide. Olur binigen Gavil Yosişi çileyip kolbağıda, başta kuvveti kolbağıda. Yine bir osturiyeli betim tutuyorlar kirbide de bu oldu. Dimitri Bubakin diyen, Urukkuda ula ahir bir korrespondiyen, tas korrespondiyena, onna bana hıccan, kolbra olur bini kolbamutun, Türk'ün bağışlık, hakayeliger, bu almaz kostunu heliger, bülüge, gidelik trastansiye, başka kadrigata, ulağa çibde diyen, onunu litarı, Çernişevskega, hidayet bu batak diyen, tamin ne kartık, Edilah pulu, kooperatif pulu dihanilin, tohumna ol yeni çalışırsa on birime hibas soğuk olan kampıtın devletli doğrudan varan onunla Dimitri Bubakin avtobuhu ondan duran Çernişevskay'dan avtobuhu ondan minege, o hamana minege bir birge şahının hıcar bollaklıkla ihtimal çağız bir etap doğuz uğulvar olan minege kilen hidayet olan Moskvaga, Taska, yakınsı informasyonun üppüt, ütan barın avtobuhun, o bilgisayarı avtobuhu evet, onunla avtobazalar ağına tuttar bıt. Oğunan barın bizden sonra hem bir oğluna diyala hıldı bıt. Ulağan aydan bu bıt, nedim yaha min direktörüm Barışlan İşmetiyedet kerşinete. Onu bilgi barı havat ühermit edini konuş bakın şukta, hem havat üher konuş kaspit oğunan barın hamay dinle, o Dimitri Bubakin'e Kuyus kayıttan bu habit Gavil Yosişi'ye bulundu. Yine üstte Gavil bu Dimitri Bubakin'e ta saatitten priye edildi. Onun için bu cihata bara oturulan Dimitri Bubakin bu olak edebilli ölürdüğü iki jurnalin doktorun buluk ilgiye gibi. Onlar etkiledi bu Gavil Yosişi acaba küstahtek bu bugün bir yaka ama yok kaynak tütten tiybe bu olakta kadar kıtevlene olak küske dururdu. O hamane düzgün ödül bulmaktadır. Batta kamandai, administrativnai politika varan kene. Batta bir hepten cahayı. On primeter bu Gavil Yosişi'nin hakayeliler ulapıt, hakayeliler yüzgemet, hakayelilerin sağlamak yolu Tümetat'dan ulakın üllerden yatalan, bu paylaştıvan yatalan, BG bulan bilgini ulakanlık diğer tuttasyonlar bu taksırlıklara diyelim edelim size bu batığa ola iki politikanın BG derse halkı yine tabii ilgili ne ulakan kongre bu Nikolay Ivaniç Paloma min şiraya bir ödünçlerin direte Aysan'da yaklaşık Nikolay de bulak şiraya tahardık havaya çıktı diye Bihige bilgüller bu iltimenge yürek tanışı kadofta olak min içine
Çileğe daha katağımla metakıva kehegem diyen kulu geteri tanınıp ki Otuttun kastım niyetleri dişeri falan Daniel İşler kurduk, Buyurustan İşler kurduk ministeri. Otu hipten taharan ministeri onunla ol hağına barıştaya hukuk bolları. Ondan içinde yakına da bu Yunus'u çok beğen olukta kanıtları ilgiyle beğen enbak kıratın geldik dedi. Onunla tüm beğen energetik yılıyla bu Yunus'u halayan orada kemikat Alton bir sultan Alman bir kılgıdalı diye dakika amateur energetik производственный фондата 13 төгілуға. 13 төгілуға. İçindeki yerler bu büyügeğin başka tikli soçarata taltını 10 megawattah büyügeğin kullanım mощностьтері мирнгри греhe dolduğu da bu SGK'na kömüş kostağını bu hebesko yüzka bastığından usta hediler stansiyanı alanlar şeylerini şiyaniye diyen bu stansiya turkuda. Onu da bu bilgi bilginin kolabit yeni dünen kurur mощностьтері kadar. O line'ne doktora, linya doktora. O line'ne bu biraz Gavrilo Suyşçi'ye ileride Ulakan kepsetiğinden, Moskvat'tan komülünden ite doğru bilgini okuvarlar. Onun içinden bana sorar bu bilgi ilgilenler bütün karşı linya olarak ite Gavrilo Suyşçi'ye sağlanır. Onun bilgi energetikler Gavrilo Suyşçi'de adın bakanlık uvastıydı. Kini bu olar budalan onun bir yapan o energetiklerge abiyetler tutuğa kemudian bakanlık sizin alıyor diye kanada. Ton yapı tamam heykel var bakın ki batta Gavrilo biatin kararlarından bu da heccan baharatın tutuğulara ona bütehegin sistemete bu преемственность ihtimalet bütün fikrini sinun da kardeşten ılbıt estafiyatın o çeşitli bu Almanızlar hakkımızda çeker bir de o estafiyatını dahil diyelim Yuri Nikolaevich Prokopyev'in kısaca çileye üyeler işte İran havanılan bu düzenlerle bir ahmayakçılar bu Hakayerin производственной kığın Dağlarından ulaşımların kühürden bilgin bilgi kanlık bağırın производственны tohta ulakan energetika tüpten beleme bok adın İstanbul'da topakka evi производство kezilen gazda. Ondan bu bugün men üyeleri bigatif aktiviteler eder çatlar eldakta kolar bu ürünler ketbikler bu kadar bolu dihanevin değerlerin bağlarından bu Gavrilo Suyşçi'nin işleri bu vakta ki Suyşçi'nin bugün tolla Doğrular güller ki kinata doğrulanma kartını diyen toprosta etpediler gibi bu vakta onun ben bugün bu etepjonlar etpedi güçlüğü birliklerin onlarını gereği tabu kopardılar on yolda o bakarım bu Gavrilo Suyşçi kurduk Suyşçi'nin bir dakikadan aptın aptata haberi kurduk ileri yapayım kamlı yapayım diye bir bahane verelim. Maktal. История отличная, да, потому что вот, мы должны быть благодарны, народ Саха и вообще ефрикяне должны быть благодарны, что у нас в такое время был такой человек, как Гаврил Ильич, потому что все мы знаем из истории, да, вот, глобальные реформы начались как раз в это время, косыгинские реформы, и понятно то, что вот человека такой величины надо смотреть не только с точки зрения и пути, да, но и Советского Союза. Спасибо. Слово хочу предоставить дочери Гаврила Ильича Черяева, кандидат экономических наук Наталье Гавриловне Черяевой. Добрый день всем. Здесь так много людей, и так приятно видеть людей разных поколений. И вот я хотела здесь, значит, вот, как бы послушать сначала всех, да, а потом как бы что-то сказать, да. Но поскольку, значит, мне выпало выступать в числе первых, я хотела сразу сказать такую вещь, что обычно меня спрашивают про какие-то семейные подробности, хотят меня спросить что-то такое, как познакомились мои родители, как, значит, вот семейные отношения складывались, значит, вот кем стали дети и так далее. Но хочу сказать, что ну, я как-то обычно раздерживалась давать интервью, поскольку бывали такие случаи, когда вроде говоришь одно, а там напечатают другое, добавят что-то от себя и так далее, да? Но все-таки вот к столетию видели меня люди,
что надо вот пояснить людям, дать, значит, вот такие подробные значит, вот сведения, как и что. Поэтому в журнале «Долбар Хатун» в апрельском номере, как я поняла, будет опубликована статья с фотографиями, значит, вот родителей молодых и постарше. Поэтому там ответы на вопросы есть. Да? Но также вот задают разные вопросы, спрашивают опять-таки что да как. Но на эту тему, опять-таки, вот впервые в жизни я дала такое интервью, которое записал Национальный центр аудиовизуального наследия, и они уже 28 марта в эфире пропустили, и на YouTube это интервью есть. То есть, вот, кого интересуют каких подробностей, там можно всегда найти. Ну вот, что касается сегодняшнего круглого стола, я прежде всего хотела бы поблагодарить Наталью Николаевну с большим знанием дела. Она знала весь архив, все документы, что, как, где. И она уже выпускала много книг, можно сказать, вот тех книг, которые там стоят. Я хотела бы поблагодарить Тамару Николаевну. Тамара Николаевна с ее энергией, просто невероятная энергия. Первый раз видела Тамару Николаевну. Я была поражена тому, вот как она за все взялась, и вот как она все это успешно довела до конца. И вот это действительно такой огромный труд. И я вот когда увидела эту книгу, я отметила для себя, что эта книга принципиально отличается от всего того, что издавалось ранее, потому что если раньше это были мемуары, или раньше были экономические книги, доклады или что-то такое, то здесь в одной книге собрано все. И здесь также есть и дополнительные материалы, которые не публиковались раньше. И поэтому, конечно, эта книга была и мне интересна. Я думаю, что она будет интересна тем, кто будет изучать эту тему. И вот здесь хочу сказать, что и издание такое местное, так быстро, оперативно все это было напечатано в таком хорошем исполнении. И также я слышала, что разные люди по ходу выполнения этой работы высказывали свои предложения, замечания, что как это все улучшить. И все это благополучно улучшили. То есть книга действительно получилась замечательная, такая очень хорошая книга. Но только вот мне жаль одно, что там тираж 950, как вот сегодня рассказали, что все это быстро разойдется. И потом вот я сейчас вообще в большом стрессе нахожусь, я с вами поделюсь, потому что каждый день человек по 5 звонят, и вот у всех есть какие-то вопросы, просят что-то куда-то голос прислать, кому-то что-то пояснить, еще что-то. Значит, вот люди, вдруг новые люди начали что-то делать, не знаю. Поэтому было бы, конечно, очень хорошо, если бы у нас вообще в республике как-то вот в таком историческом плане был создан какой-то фотофонд, были собраны документы, которые вот сейчас можно собрать от живых людей, живых свидетелей. И вот было бы очень хорошо, если вот эти книги, которые сейчас мы тут держим в руках, можно было получить в электронном виде. И также другие книги, я вот недавно с большим удовольствием прочитала воспоминания Овчинниковой Александры Яковлевны, 10-летней давности книга, которая уже не продается. Но если бы это тоже было в свободном доступе, и каждый мог бы почитать, это было бы, несомненно, всем интересно, приятно, полезно. Поэтому вот мне бы хотелось как-то вот обратить на это внимание, чтобы у нас было больше электронной информации. Ну и вот в заключение, как бы так сказать, я вот еще продолжаю работать, да, хочу сказать, что я разбираю те документы, которые были, значит, вот, ну, да, я еще хотела сказать вот что значит, вот, мой отец, вот наш отец, никогда не собирался становиться каким-то историческим персонажем, он не думал ни о каких музеях, ни о каких памятниках, ни о чем таком. И никогда он не говорил, не подчеркивал, что у него какое-то такое карьерное достижение, что он до какой-то должности дорос. То есть вот он как-то вообще не принадлежал ни себе, ни семье. Он жил только вот ради тех целей, которые перед ним стояли. Вот это надо было сделать, вот этого надо было добиться. И вот он совсем не думал о том, что где-то кто-то будет столетие отмечать. И я вот уже на этих днях все время думаю о том, а что бы он сказал, да? Но я думаю, что он бы запретил такое празднование, да, такое вот шумное и везде. Но, с другой стороны, я думаю, что это вот такое воспоминание о том времени, когда все работали, жили в другой обстановке, была другая система, и вот чтобы понять, что было тогда и что сейчас, это, конечно, полезно. Но вот также хочу сказать, что в ходе изучения вот всего того, что есть в документальном плане, я просто, вот, что называется, наткнулась на то, что очень интересно посмотреть, с кем был знаком человек. Да? Ну, часто я тоже думаю, вот как так вот получилось, да, что вот именно Гаврилу Осиповичу выпало такое, что он работал на такой работе, выполнял, значит, вот такие, решал такие важные задачи. Вот почему это, да, вот так. Но попросту
что говорила, что можно сказать, что так сложилась жизнь. И жизнь сложилась так потому, что он 7 лет, находясь в рядах армии на Восточном фронте, он учился у тех людей, которые были рядом. И он учился прежде всего у людей военных, и он вообще, если, ну, мне много лет, я на 10 лет его старше, вот той жизни, да, вот, которую он прожил, и поэтому я могу сравнивать его с разными людьми, его в своем жизненном опыте. Просто вот, ну, таких людей, наверное, очень и очень мало, вот в таком плане организованных и так вот ориентированных на результат, и людей, которые живут для своего народа, для своих людей, которые вот жили в то время и которые живут сейчас. Потому что вот простые, обычные люди, они были вот как бы как его подопечные, и вот как-то ему писали письма. Вот эти письма мне вот странновато смотреть, вот даже, ну причем вот я здесь сказала, что он никогда не страдал манией величия, он не хранил свой архив вообще. Вот сейчас очень жаль, что он свой архив, можно сказать, уничтожил. Да? Вот он оставил совсем мало писем, тех писем, которые, ну вот здесь, так, я всех раз хотела здесь, да? Ну вот, например, одно письмо от Сафрона Данилова, от Семена Данилова 76 года он почему-то решил сохранить. Да? Вот 76 года письмо, 50 лет письмо, будет в следующем году. Это письмо было лично адресовано, значит, на 4 страницах. И судя по тому, по той сохранности, которая вот у этого письма, никто больше не читал этого письма. Да? Но письмо было сохранено прямо в конверте, и очень интересно вот так вот было посмотреть, значит, вот, что человек так обращается в личном плане. Также были сохранены два письма Башарина, профессора Башарина, и вот мне, например, очень странно было читать, когда в газете «Якутия» кто-то вот собрался и написал, что человек такой-сякой, и он преследовал Башарина, да? Ну вот, значит, когда мама позвонила туда и сказала, зачем такие публикации делать, да мы знаем, говорят, ну и все, а народ прочитал, значит, и, значит, вот, принял к сведению, да? Есть там еще некоторые письма, но вот меня поразило то, что люди, которые, вот как говорят, которых он отправлял на пенсию, обычно все обижаются, вот что на пенсию я бы еще мог поработать, могла бы поработать, да. Ну, например, Овчинникова Александра, она очень хорошо написала относительно своего ухода в своей книге, а потом я обратила внимание, что дальше она поздравляла с праздниками и от руки писала такие трогательные, ну не то что трогательные, но душевные поздравления. Например, желала хорошей партийной конференции в 1981 году, поздравления на Новый год, ну и так далее. И всегда писали, вот что меня тоже очень сильно удивляло, что люди, которые жили в республике и уехали потом, и где-то в других местах они дальше работали, они все время, каждый праздник поздравляли, значит, вот, и писали, что они живут мыслями о Якутии, или вот Петров Иван Иванович, когда он тоже, ну, где-то лет 60, так в то время было получено, ушел на пенсию, ну, как бы его, как считается, у нас проводили на пенсию, значит, вот его там отправили, да, как говорят. Он тоже всегда писал, что, значит, вот он все время думает о Якутии, радуется, поздравлял, значит, и вот я даже нашла Бондарчука такую простенькую открыточку начальника Югостроя, где он писал, что годы, проведенные, да просто человек писал, от души поздравлял с 50-летием создания Якутской ССР, с 1 мая, и, значит, вот написал, что годы, которые я работал в Якутии, это самые лучшие годы моей жизни, лично я всегда буду об этом помнить, и написал, что сердечно вас обнимаю, Бондарчук. И вот это вот действительно интересно будет посмотреть на такие вот открытки, да, и, значит, вот мы начали работу по сканированию для того, чтобы молодежь, для того, чтобы все желающие в музее, я очень, как говорится, вот задолжала музею, там обещала, всякое разное, да, но я работаю в этом направлении. И еще также мы нашли, я не знаю, где-нибудь есть или нет, выступление на последней партийной конференции. Это записали для составления протокола, как там написано. Это вообще тоже интересно. Я сама первый раз так вот слушала на дискете, и я была тоже поражена вот той энергетики. Но как где-то люди думают, вот больной был, вот да, вот дожил вот там до кого-то, да умер, да. Я вообще была поражена в 1981 году, такая энергетика, такой мощный доклад. То есть вот этот доклад тоже я вот потом, значит, мы дадим, чтобы это может каждый мог заинтересованный человек послушать. И вот это тоже вот все очень интересно. И поэтому вот я как бы вижу вот свой долг в том, чтобы продолжить работу, передать, что возможно, значит, дать людям доступ, чтобы все это было, значит, вот, ну, доступно, чтобы люди почитали. Ну и в заключение я хотела поблагодарить оргкомитет
значит, вот это, конечно, огромная работа, каждый раз гигантская работа проведения юбилеев, а сейчас вот этот юбилей в особенности. И вот мне приятно, я просто горжусь, что наши выпускники такие молодцы, которые столовые. Здесь вот Игорь Иннокентьевич сидит, тоже наш выпускник, вот мы тоже очень рады. Возможно, еще здесь есть наши выпускники, то есть наша кафедра выпустила более 2000 выпускников. И то, что вот финансово-экономический институт был в свое время создан, это все было не зря, и мы вот не зря здесь работали. Поэтому, значит, вот такое, осознавая тоже свой долг, продолжать все это дело, значит, вот мы трудились, значит, вот для того, чтобы люди дальше работали. Спасибо. Спасибо большое за это. Разрешите перейти уже к основной части. Я забыл представиться из волнения. Меня зовут Яковлев Айтал Игоревич, кандидат исторических наук, доцент. И сегодня презентацию буду вести я. У нас сегодня работа будет проходить, презентация будет проходить из двух блоков состоять, основные доклады. И будет, если останется время, мы постараемся, как модератор, я постараюсь оставить время для того, чтобы у нас был вот открытый микрофон. У нас планируется открытый микрофон, и докладчиком я буду, я молодой и дерзкий, буду строго уже ограничивать до 10 минут, потому что, как вы видите, очень много людей собралось, каждому, даже мне, человеку-историку, есть что сказать, и хочу призвать нас придерживаться регламента. И хочу предоставить слово главе муниципального района Вилюйский УЛУС Сергею Николаевичу Винокурову. Уважаемый Анатолий Скуланович, уважаемая Наталья Гавриловна, Афанасий Иванович, уважаемые депутаты, Юрий Антонович, уважаемые участники сегодняшней презентации от книги, посвященной Гаврилу Иосифовичу Чирееву. В первую очередь разрешите мне всех вас поздравить с таким замечательным днем от имени всех вильничан, земляков Гаврила Иосифовича. Ну и сегодня и завтра для всех нас, и в первую очередь для вильничан, это особый день. Но я свое выступление хочу сказать вот с этого момента. Вот сейчас Анатолий Скуланович подчеркнул, что Наталья Гавриловна является ее преподавателем, так? Что учила его. Но я хочу сказать, что первой моей учительницей нашего класса была родная сестра Гаврила Иосифовича, Прасковья Иосифовна Чиряева. Была такая учительница, очень сильная, тогда уже заслуженная учительница СССР. Я очень горжусь, что являюсь учеником Прасковьи Иосифовны Чиряевой. О Гавриле Иосифовиче можно говорить, с одной стороны, видимо, легко, с другой стороны, довольно-таки непросто. Мы все знаем тот период, 90-е годы, когда имя Чиряева как-то отодвигалось. И мы сегодня стыдливо об этом молчим. Хотя, видимо, надо было и сейчас, и всегда говорить об этом, что незаслуженно в 90-е годы имя Гаврила Чиряева как-то отодвигалось в тень, и о нем мало что говорили, мало было выпущено книг там и так далее, и так далее. Даже юбилейные какие-то мероприятия и так далее, они проходили, так скажем, как-то очень узковато и так далее. Были такие времена, но сейчас времена, слава Богу, постепенно меняются. И столетие Гаврила Чиряева мы отмечаем довольно-таки широко по всей республике. И завтра в Москве постоянное представительство также будет торжественное собрание, посвященное Чиряеву. И основным докладом выступит соратник Гаврила Чиряева, ученик Алексей Александрович Тамтусов. И думаю, что и осенью мы, вильничане, запланировали поездку в Москву и тоже там сделаем круглый стол, посвященный столетию Гаврила Чиряева. К слову, надо будет сказать, что этот 2025 год объявлен, где в нашем районе
в Улусе с годом Чиряева. Конечно, сегодня об этом и с этой трибуны очень много говорили, о заслугах Гаврила Иосифовича Чиряева. Да, действительно, человек, который практически сделал революцию в экономике и в промышленности, но почему-то в основном говорят только о промышленности, что вот, значит, промышленность в его период там несколько раз там поднялась и так далее, на многие проценты. Все это правильно, все это было, это и есть. Все, вот это правда. Но почему-то очень мало говорят, значит, о той работе, которую он сделал совместно со своими коллегами, соратниками вот, в селе, вот именно в районах. Вот. Мы ведь именно 60-е годы колхозы превратились, вот в его период, превратились в совхозы. И люди начали получать впервые зарплату. До этого вот наши получали натурпродукты. Никакой зарплаты в селе не было. Те, которые работали в сельском хозяйстве. У тех. Потом, значит, люди получили паспорта. Вот представляете, до 66-67 года вообще люди не имели паспортов в селе. Это те, которые работали в сельском хозяйстве. Такое тоже было. Но вот с приходом Гаврила Чиряева все это было исправлено, и люди стали полноценными гражданами своей страны. Вот это, об этом мы почему-то очень мало говорим. Потом, ведь именно в районах, в селах были построено много сотен школ, больниц, объектов культуры и так далее. Вот за эти 17 лет. То есть в селе практически произошла крупнейшая революция. Вот, и люди стали жить по-человечески. Вот все это началось в его период. Но об этом, к сожалению, значит, очень мало мы говорим. В основном делаем упор только на промышленность. Вот, вот его работа, она расширяется практически во все отрасли. Развитие науки, образования, культуры, здравоохранения. Вот об этом тоже надо говорить в полной, значит, в полной мере. Вот. Значит, то, что вот реабилитация наших выдающихся, значит, людей, того же Георгия Башарина и так далее, и так далее. Все это происходило именно в 60-е годы. Вот. И об этом тоже вот надо говорить. Вот, и мы считаем, что все-таки та работа, которая сегодня проводится, да, значит, много начало меняться. Мы много, значит, как бы начали менять. Но, с другой стороны, этой работы все еще недостаточно. Потому что его жизнь это настолько как бы объемно, и его труд, значит, во благо Родины, во благо всего нашего населения, она необъятна. И вот это я считаю, что более-менее как бы только начало, значит, той объемной работы, которая вот сейчас начала происходить. Вот, поэтому я пользуюсь моментом. Сегодня презентация очень хорошей книги. Вот, очень хорошей книги, довольно-таки объемной. Вот, и от имени Величания хочу поздравить Тамару Николаевну, Наталью Николаевну вот, за ту работу, колоссальную работу, которую они провели. Хочу поблагодарить Республиканский оргкомитет вот, по столетию Чиряева, значит, за ту работу, которую вот, оргкомитет провел вот, все эти месяцы вот, и так далее, начиная еще с прошлого года. Наверное, это впервые в масштабах республики вот в таком объеме, значит, оргкомитет работал, вот, и практически во всех отраслях и так далее. Сегодня и завтра пройдут, значит, собрания, совещания, какие-то юбилейные мероприятия. Вот, это все вот, как бы впервые. Вот раньше, значит, юбилейные какие-то мероприятия в основном, значит, проводились в основном только в Вилюйском районе. Это тоже не секрет. Вот. Но сейчас мы очень рады, что масштабные мероприятия проходят по всей нашей республике, во всех районах и во всех областях. Вот. И это
вот так вот скажем, впервые. И, пользуясь моментом от имени всех величан, я хочу поздравить всех вас с этим замечательным юбилеем. Он является ярчайшим примером вот, не только как вот, руководитель, но и как человек. Вот, его человеческие качества, его стиль работы является примером, я считаю, вот, в первую очередь должен быть примером для нынешних и будущих наших руководителей. Вот есть книга, очень довольно-таки неплохая, в 95 году выпущена, где, когда еще были живы многие его соратники, вот, люди, которые вместе с ним многие годы работали, вот, воспоминания вот этих людей. Там вот все написано. В первую очередь, вот именно стиль его работы и его человечность. Человечность, как руководитель. Вот, к сожалению, вот, ну, сегодня, наверное, можно по пальцам пересчитать тех руководителей, которые в какой-то части могли бы, в какой-то части работать как Гавриил Васильевич Черяев. Почти таких не осталось. Вот поэтому вот эти руководители нынешние и будущие должны прежде всего вот, брать с него пример. Еще раз вас всех с праздником, ну а для ильичан его имя было, есть и всегда будет свято. Спасибо. Почетным знаком Вилюйского улуса имени Гавриила Иосифовича Черяева награждаются ведущий библиограф Центра национальной библиографии Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Семенова Тамара Николаевна. Дочь Гавриила Иосифовича Черяева, кандидат экономических наук, доцент финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, Черяева Наталья Гавриловна. За весомый вклад в увековечивание имени выдающегося партийного и государственного деятеля Якутской АССР Гавриила Иосифовича Черяева благодарственное письмо муниципального района Вилюйский улус вручается составителю книги о жизни и деятельности Гавриила Иосифовича Черяева, заместителю директора Национального архива Республики Саха-Якутия Малышевой Наталье Николаевне. Кандидату исторических наук, ведущему научному сотруднику Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Северо-Сибирского отделения Российской академии наук Антонову Егору Петровичу. Директору Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Максимовой Саргалане Васильевне. Поставщику национальной издательской компании «Аяр» имени Семена Андреевича Новгородова Васильевой Елене Александровне. Сергей Николаевич очень четко сказал, что изучение, раскрытие жизни Гавриила Васильевича только началось, как историк я это подтвержу, потому что для раскрытия жизни, анализа жизнедеятельности человека, мы, историки, говорим о том, что должно пройти как минимум 70 лет. Да, вот, то есть еще впереди будет работа, но первые шаги, это, конечно, мы уже сделали еще в 90-е годы, и, ну, конечно, сегодняшняя книга. И хочу сюда пригласить еще большого гостя из Вилюйского улуса, глава сельского поселения Чучунский наслед Петр Александрович Добрюсов. Мы знаем это.
организаций сельского поселения Чечунский наследник, депутатов, общественности и всех жителей сел Кюльте-Садыгыл выражаем искреннюю и глубочайшую благодарность, признательность за проделанную творческую работу и по увековечению доброго имени нашего земляка, выдающегося государственного и политического деятеля Гаврила Иосифовича Чиряева. Книга является историческим наследием, бесценным источником истины для будущих поколений. Она неизменно окажет только положительное влияние на читателя. Ведь истинная книга должна быть не только увлекательной, но и познавательной, открывающей новые факты. На страницах книги оживает образ Гаврила Иосифовича Чиряева. Хочется отметить то, что особое внимание уделено деталям, разносторонне раскрывающим его как крупного руководителя, его характер, трудолюбие и честность. Он поистине является примером выдающейся личности, верой и правдой, служившей во благо развития и процветания родной республики. Книга о жизни и трудовой деятельности Гаврила Иосифовича займет достойное место в библиотеках жителей республики, вдохновит их на новые свершения, и мы уверены, что читатель не останется равнодушным. Можно считать не только книга, описывающая судьбу и жизнь одного человека, но и богатым материалом для изучения истории родной республики. Гаврил Иосифович не только руководитель с большой буквы и является ветераном Великой Отечественной войны. Символично то, что книга вышла именно в год празднования Великой Победы. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность всем организаторам юбилейных мероприятий в городе Якутске. Всем вам благополучия, процветания, успехов во всех начинаниях и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо всем за внимание. За проделанную работу по увековечиванию памяти Гаврила Иосифовича Чиряева благодарность администрации сельского поселения Чечунский наследник Вилюйского улуса вручается ведущему библиографу Центра национальной библиографии Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Семеновой Тамаре Николаевне. Составителю книги о жизни и деятельности Гаврила Иосифовича Чиряева, заместителю директора Национального архива Республики Саха-Якутия Малышевой Наталье Николаевне. Слово предоставляется автору-составителю книги о жизнедеятельности Гаврила Иосифовича Чиряева, ведущему библиографу Центра национальной библиотеки Тамаре Николаевне Семеновой. Добрый день всем. Во-первых, я поздравляю наших дорогих ветеранов тыла, труда, соратников и учеников Гаврила Иосифовича Чиряева, с которыми он строил новую индустриальную Якутию. Почему меня, библиографа Национальной библиотеки, сподвигло взяться за эту книгу, составить и издать ее? Во-первых, я сама вилюйская, родилась в семье работников. Мать была 3 года техническим секретарем в Верхневилюйске у Гаврила Иосифовича. Отец, одноклассник его, всю свою жизнь портком совхозов. Практически мы его в детстве не видели дома. С детства мы относились к имени Гаврила Иосифовича с уважением и почтением. У нас в шкафу дома всегда стоял его портрет. Теперь мы своим детям и внукам
стараемся передать то уважение и память о нем, которые передались нам от родителей. Раньше выходили труды Гаврила Юсуповича в 3 книгах, доклады, выступления, речи, письма с большими перерывами. К 70-летию со дня рождения вышла содержательная книга воспоминаний его соратников и сподвижников, насыщенная богатыми фактическими материалами о нем. Сейчас эти статьи являются для нас ценными материалами. Авторы являются не только свидетелями, но и непосредственно участниками тех эпохальных событий. И сейчас невозможно обойтись без этих замечательных посланий справедливости и правды. А вот подробности биографии Гаврила Юсуповича, сосредоточенные на его славных делах, составленные на обширных материалах архивных документов и воспоминаний его соратников, собранные в одной книге, выходит впервые в серии «Выдающиеся люди республики». Эта книга не научная и не научно-популярная, а массово-политическая и, во-первых, предназначена для молодого поколения и для молодых руководителей. Проспект и структура книги были утверждены редакционным советом Национальной библиотеки, использованы архивные материалы Национального архива и музея имени Гаврила Юсуповича Черяева, села Кыдында Вилюйского улуса. Вышло тиражом 950 экземпляров в издательстве «Аят» при финансовом участии администрации Вилюйского улуса. Книга состоит из 3 разделов. Первый раздел «Во благо народа во имя республики» вошли доклады, статьи Гаврила Юсуповича, посвященные социально-экономическому развитию и перспективам комплексного развития производительных сил ЯССР, а также из его кандидатской диссертации. В этом разделе развернуто показано, как добивался Гаврил Юсупович поставленных целей, какая обширная переписка велась по всем направлениям народного хозяйства. Видно, какие огромные усилия были предприняты в отношении масштабного увеличения капитальных вложений в сельское хозяйство, о принятых мерах по укреплению материально-технической базы северных районов, улучшение жилищно-коммунальных и культурно-бытовых условий их жителей. Впервые представлено имеющее судьбоносное решение для всех жителей республики переписка Совета министров СССР по вопросам труда и заработной платы населения СССР и указ Президиума Верховного Совета от 26 сентября 1967 года о расширении льгот работающих в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. И тут надо отметить, что здесь вот в это время, вот именно с этими, то, что вот он нам помог, вот до сих пор мы получаем эти надбавки и льготы, он тут, как сказать, совершил гражданский подвиг во благо своего народа. До сих пор не утратили своей актуальности вопросы по дальнейшему развитию арктического морского и речного судоходства увеличением объемов северного завоза. Во 2 разделе на защите Отечества вошли воспоминания однополчан Гаврила Юсуповича в годы Великой Отечественной войны и фотодокументы военного времени. Его дочь и член коллегии настоящей книги Наталья Гавриловна любезно представила известной широкой общественности 2 характеристики 1942 и 1943 годов на учителя физика и военрука Черяева. В 3 разделе «Человек эпохи созидания» включены воспоминания соратников, современников и последователей Черяева, позволяющие показать светлый образ выдающегося и дальновидного государственного деятеля, интеллектуала и гуманиста, руководителя высокой культуры, удивительно скромного
общепризнанного лидера республики. Так все должны понять, не все воспоминания вошли. Для сценарийского содержания темы нам пришлось выбрать из них. Также содержатся ранее неизданные воспоминания современников. Здесь же помещены статьи ученых-экономистов о современном состоянии и перспективах развития горнодобывающей промышленности Южной Якутии, что позволяет на научной основе оценить степень реализации планов и замыслов первого секретаря ЯССР обкома КПСС Гаврила Юсуповича Черяева. Впервые публикуется подробная хроника основных событий экономического и социального развития Якутской АССР по отраслям народного хозяйства в период руководства Республикой Черяевым, отражающая стремительное наращивание промышленного, интеллектуального и культурного потенциала региона. Так, в приложении первом впервые публикуются документы из личного дела Черяева из фонда СК КПСС, хранящихся в Российском государственном архиве социально-политической истории город Москва. В приложении 2 представлены первые полосы республиканских газет и фотографии как иллюстративный материал, рассказывающий о наиболее значимых событиях того времени. Над книгой работала большая группа редакторов. Все они указаны в книге. Мы, составители, выражаем огромную благодарность нашим коллегам. Особенно хочу поблагодарить ответственного редактора Антонова Егора Петровича, кандидата исторических наук, и Черяеву Наталью Гавриловну, кандидат экономических наук, за структуру и логическую цельность текста книги, последовательность и взаимосвязь материала. Высшей похвалы заслуживает профессионал своего дела, специалисты издательства «Аяр». В заключение хочу сказать, надо признать, что ее выдающийся вклад до сих пор достаточно недооценен историками. Последние 20 лет на его личности уделили незаслуженно мало времени. Если отмечали круглые его даты, то очень скромно. Не написана его научная биография, не защищены кандидатские диссертации молодых ученых о периоде руководства Черяевой республикой. Мало написаны книги. Книги мало написаны, между прочим, немного. А сколько массив документов советского времени именно этого периода хранится в фондах Национальной библиотеки. А его обширное эпистолярное наследие за 17 лет должны опубликоваться полностью. Ну вот эти, которые находятся в нашем национальном архиве, да, так, эпистолярные вот эти наследия, письма, да, так, и они должны введены в научный оборот. Они дают возможность к пониманию масштабности фигуры их автора и проникнуться в атмосферу его деятельности. В воспоминаниях еще в 1993 году Евдокия Николаевна Горохова написала: «Оларяли Гаврил Юсупович Черяев атын уетитига отчетова республика правительства тынбелетер чагаллара олохка кибака хампуктара. Княтын уетитига Москваныре выхарылар вопрос курдук өйден иннен толлан бәбі түптен да оңғылығы кайматақпыт олыс ден қомақтолақ. Сейчас в кулуарах много говорим и будем дальше говорить в эти дни об увековечении его имени. Не хочется, чтобы это такое повторилось. Могут меняться время, политическая система, даже мораль в обществе, но неизменным всегда остается одно – отвага и доблесть, благородство и честь, желание помочь людям, своему народу, качество достойного уважения и преклонения. Памятник во весь рост Гаврилу Юсуповичу Черяеву в городе Якутске этот памятник должен быть. Спасибо. Спасибо, Тамара Николаевна. Заканчиваю его пророческими словами. Продолжение будет еще более величественным и прекрасным. Действительно, его слова оказались пророческими. Спасибо. Спасибо, Тамара Николаевна.
Очень содержательный урок. Спасибо. Сейчас у нас будет музыкальный номер песни «Сиря». Выступает солист Саха академического театра оперы и балета имени Дмитрия Николаевича Сивцева Сурана Молданова, заслуженный артист Республики Саха-Якутия, лауреат премии «Участник знаковых культурных событий» Александр Георгиевич Емельянов. Слово предоставляется заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха-Якутия, лауреату Государственной премии Республики имени Платона Ильича Юмского. Базалава Сабанородун Бен Шулугулун Адан Солун Иелерге Иедидер Тугар Кене Оларын Асты Олауын Ületен ханнарын Кедер кәлені Өйтчаттарға тарғадар, өйтчаттарға диеттер, кені көрдік, түрәбет тойдыны, кені көрдік,
sakadan doludu. Var canı, üdüktür, bastır, can boğla, İdenden takalları gar, barı küstüdün, munyarı, tümeri, kolboru, gabri boşluğu şire, südü atılar, sügürüyen duramlı bu munyustan olur. Haberin bu vakıfız, Eder jongo. Eder jonu ülaga, yerakka, iten tahariga. Kinileri doyduga, berenila jongo, iten tahariga, sidu bakan, bongo tatun, uğrarete, uanna, men onu Jügeydik, Sakal Üniversitesi Üniversitesi'ne Parkom Sekreterinden kendi cevabından, kendi cevabından ileri cevabın hepine kanundan yepedi. O ileri kesmekten trihine no Oluz hep nesteh, onunla kabul oluruz. İltebiliger, kendisi olarak sırada bulurlar. Sertli ve her gün öyledir. Açı tavukta men ederce oluz ki yeha, balayda güveraha, onunla tülükler diyorlar eder. Görürüm o diyemekke, cennet salayatçı, cennet gosударственной политической культурой ki ücretçonu akaya, ayağımdan indirehirke, tuğun kanlığın uydulahan bilen, gören beyete, sırça bilen istem varan en yaka sütte usulüdür, kokkuzuk, naha kihi ığınardına ederken yeredir. En yaka kihi yaka, men kendime tabi bölelerin tukarı, kahamda kihi yaka, kuluhum sonop kutundur. Kim yakara kayta aratındır, kuhanlı hoşluk tuttan saman bütündür. Evet kayta aranlık, kanaatin bilgiler bütündür. İstemedevim, onunla bilmedevim. Kim balay da kendine kırdarır, bildiğe altıstı damılır. Cevap budur. Saka Gosударственный Üniversitesi'ne Parkom Sekreteri bolarlar. Haberi ulanmamız barafsa beyde ilke üniversitet komünistleri siyeden kelgelen bu ehli beyat yönetmek olgun geldiler. Kendini partiyanın okuma Parkom Sekreterinden rekomendasiye büyüdü. Canlı komünistler bugün bari takipte lafbaçı, hizmet doğaydık, bunların lafbaydık, pedagogistler. Ya o kenditten ve edetçi olsun olalım, olmakçı olsun, analar topuyda tabi bulduğumuz ben onu kastalamanı kamerun oğumuz beytiger kabinetine göre ya filmler kelimemiz diye de törtçe tavukta doğru varım bir kilim kilince hayta ulanlarında ramazan acaba şöyle loppaçı uyutan sübeler amalar
biyerim eder. Onda ödüğün yakaytarı bulur eder. Yakılıyım. Gene bulurken oğaylatlarken tutus. İti bana oğaylatlar bu kadar. İti sakasarın narayı. Kendileri diyaktaren yakası diyaktaren yaka. Kayıtta bulunurken, jonga kayıtta sıranda her gün, kimi bitti kayıtta kapsederken, onunla üniversite kurduk, olakan aykığa ayıstavadı, kayıtta tava savayan, ila savla uydargın, şivecan amadan bir yaptılar. İtaman notlar ispatlar, en yaka hayal davanı, şiveyi, ütüyünü, şiveli yaptılar diye, eter olur eter. Bu sütte mındır, öğütten takar, ületten takar, birlikten takar, ediye bütün bir hasta davanı ve etkinden hamından bir bitim. Kavrul okumuz, Oçotağı Üniversitede Oçotağı Varsın Partisi'nde münyakat var. İkide miyaka diye bu üniversite komünistleri var. Gelen doktaca kayıtta işügey her biz koğanına tüm eder durur. Onunca bu sakahede sayıtlar keskele kalmadı. Doğukarıda iyi karnı sonundan batta kutuna Respublika'yı sayıtıyor. Yoluluğa cevap tutsuyor. Uanna sakayçata yörekte ültük kültürala tahınnak çoğun idillen takı aktaray diyen ültüğü şöyle uzunları baktı. Tüveten kepsi boğulur eder. Uanna o etilleri gel örüyü daha olan böyle değil eder, boğulur eder. Eğer eder zorlar Jon'dan değilim. Jon'u bitti bir yıl oldu. Jon kavgasından olurum. Onunla Jon'u bitti biriler çekti de Örakan Dağı'nı görüyle asakın sabah takımları gel bir yıl oldu diye. Görüntü tanımlar minere bulundu. Kendime tabi bir görüle Kireli kadar alt kısmı bile kurtlu bedel canlı çıta var. Etleri karhan ağları var. Bilindik ingen olukları var. Sulçut sulus bu var. Çift bu var. Gök başçata gardılı can ortadı var. Ürelen hamsan kalbi. Ol tukarı. Bir kabırı olmamız. Şireye sırtta kadın. Kağanda düğen bir pek değil. Kağanda anakini vurdum. Sakadın orutun öyle tutar. Sakadın orutun doğar. Oluğun yüz dünyadan. Uanda men sakabın diyen kaya bağırar. Üttük durgunattan kaya bağırar tuytuğa. Sirke haycan. Şiyeste aktık. Bocuatta aktık. Kırıdık. Tutta haycı kanaan diye. Nubeyde bir bilgi kavrul okumuz çiğe adın kadar silahste iyice seçim. Üççattan mı? Oğlum. Oku bari. Bilgi çiğde çabuk. Kavrul okumuz çiğe Gene saratlıklara kendine tabi görüyorlar. Çulukanlar canları kurtu. Üççattan mı? Ülega hamdaska Johun City'lerinden Respublika'nın üyüne sayda durumuna tutun. O bu böyle bilgi kabul kurulur, üyeler tokarı çeste elbet, onunla yine atıp ürtüklük tutulur. Nokta.